Дорогие о Господе братья и сестры, уважаемые друзья, вот и достигла нас Пасха Христова, пришло светлое, радостное торжество воскресения Христова. В этом году, как вы видите, праздник как бы запозднился, но это не прихоть Русской Православной Церкви, это следование канонам Церкви, еще единой, неразделенной, когда определялось время празднования этого дивного события. И те ориентиры были заложены в исчислении даты празднования Пасхи. Но, к сожалению, западный мир даже в этом уклонился от древней истинной церковной традиции. Пасха Христова должна всегда быть после Пасхи иудейской, а она вот в этом году также поздняя. Это разделение Пасхи иудейской и Пасхи Христовой, во-первых, соответствует истории события, потому что действительно событие воскресения Христова было позже Пасхи иудейской. И это еще и символ того, что в Пасхе Христовой мы заключаем новый союз с Богом. Это нечто особенное, то, чего раньше не было. И поэтому совмещение этих праздников ветхозаветной и новозаветной Пасхи быть не должно. Я рад вас приветствовать с этим величайшим событием в жизни всего мира, потому что Христос, Сын Божий, принял крест, воскресение Христова не за какой-либо один народ, но за все человечество, и за тех, кто сейчас еще живет, и за те миллионы и миллиарды людей, которые жили на протяжении всего существования мира. Воскресший Христос протягивает руку, выводя Адама и Еву из пропасти адской. Когда мы с вами взираем на икону сошествия Господа, воскресшего в ад, то видим, как Адам дерзновенно, со смирением, понимая, что это он виновник, и вместе с тем с радостью Христос выводит его из ада, и вместе с ним те великие множество праведников, которые кровью Христовой были искуплены, которые из ада были выведены в райское достоинство, в райскую радость. Мы с вами вспоминаем, конечно же, Ветхий Завет, потому что он для нас был как бы приготавливающим к принятию Христа. Вот отчего многие события из событий тех древних ветхозаветных, они для нас важны, потому что они пророчески говорили о том, что будет в новой эре, во время пришествия Христа Спасителя. Так известно, что в святыне всего Иерусалимского храма, столь знаменитого храма, во дворе, где священники приносили многочисленные жертвы, то есть закалывались животные, их было великое множество, потому что народ иудейский был особенно благочестив, и во искупление своих грехов, в благодарность Богу за что-либо приносили и приводили целые стада и взрослых животных, и ягнят, и эти животные, они закалывались священниками, кровь их, она источалась, и для того, чтобы это было бы вместе с тем всегда благоговейно и чисто, элементарно, то у жертвенника были пробиты каналы, и с высоты скалы, на которой располагался храм,
кровь жертвенных животных сходила вниз к Кедронскому потоку, в Гефсиманский сад. Крови было так много, что ее ведрами продавали для того, чтобы удобрить сады. То есть Гефсиманский сад, который сейчас беден и скуден, там 10-15 старых оливковых деревьев, тогда был полон замечательных растений, цветущих, приносящих свои плоды. То есть кровь жертвенных животных помогала быть цветущим деревьям и достойными, и красивыми, с плодами. Как это символично! Ведь для нас Христос Спаситель есть тот самый истинный пасхальный агнец, которого так почитали евреи, совершая пасхальную трапезу. Самым главным блюдом на трапезе пасхальной у иудеев был запеченный агнец, к которому нужно было относиться с благоговением, как к святыне. Нельзя было раздробить ни одной косточки, даже самой малой. И это все было как символ того единого, воистину агнца, который своей кровью искупит грехи всего мира. И так и случилось. Господь стал тем агнцем божественным, который своей смертью даровал жизнь всему миру. И кровью своею Он стяжал, по-славянски так звучит это слово, или приобрел, создал свою церковь, которая живет уже 2000 лет и которую никто никогда не сможет одолеть. Это последствия креста и воскресения Христова. Дорогие, я поздравляю вас с этим радостным событием, потому что ликует сейчас вся Вселенная. Ликуют люди, которые вот живы, те люди, которые отошли душой своей в мир иной. Для всех нас это радостный праздник. Мы сейчас сначала между собой поздравляем друг друга, а пройдет пасхальная седмица, пойдем поприветствовать с Пасхой наших умерших, поклонимся на их могилки и им скажем: братья и сестры, Христос воскрес, радость какая для нас. Господь да сподобит каждого принять радость о воскресении Христовом в свою чистую, подготовленную душу. Никто да не будет более сейчас плакать о своих грехах, но в радости в этой поделится тем, что имеет с неимущими, пасхальным яйцом, куском пасхального кулича, помощью, улыбкой своей поделится, радостным приветствием о том, что воскрес Христос. И я повторяю эти радостные слова, которым 2000 лет, и которые будут радовать еще многие и многие поколения людей, которые будут жить после нас. Значение воскресения Христова, оно велико. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос амдерве! Юсюнда амдерве!